Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Приветствую. Служба спасения республики была создана в 1993 году. За эти годы на счету спасателей огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. Постоянная готовность спасателей транспортных средств, техники и снаряжения и быстрым и эффективным действием обеспечивается круглосуточно. Как прошел паводок и какова готовность службы спасения к пожароопасному сезону, об этом мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Иннокентий Андросов, начальник службы спасения Республики Саха. Иннокентий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, как в этом году проходил ледоход, сколько проводилось взрывных работ и где? Ну, в целом, можно сказать сегодня о том, что паводок на территории республики прошел благополучно. Хотя свои нюансы есть. На реках республики мы в этом году провели 4 подрыва. Я из них более такой запоминающийся и, наверное, очень актуальный. Это подрыв, который произведен на реке Лена. Это ниже села Партизан. Есть там затороопасный участок Медвежий остров. И как раз там образовался и при прохождении дохода стоял серьезный затор. Первого подрыва данный затор был разрушен, и тем самым вода только начиналась подниматься поселка Кангаласы, и оно все ушло, и даже жители города Якутска его даже не прочувствовали. Вот. А так, конечно же, в этом году мы, исходя из гидрометданных прогноза, ожидали такое опасное прохождение дохода на реке Колыма. Но оно оказалось, наоборот, более мягче прошло. Мы там даже не провели ни одного подрыва. Но это, наверное, в связи с тем, что Колымское водохранилище, Колымская ГЭС, они придержали весенние попуски и его направили после паводка. В связи с этим около 20% весеннего притока оно было задержано плотиной. И в связи с этим во время ледохода на реке Колыма очень низкие уровни были. Говорили наши коллеги от управления гидрометслужбы о том, что это исторически минимальный такой уровень прохождения ледохода на реке Колыма под городом Среднеколымском. Вот. Еще у нас, конечно же, были кое-какие проблемы по реке Алдан. Там достаточно высокая вода, но оно прошло без заторов. Хотя мы на местности Самнар и все ожидали, и жители Усманского улуса, и, конечно, мы специалисты, но этого не оказалось. Он стоял, но и саморазрушился. И, наверное, стоит отметить о том, что прохождение ледохода более сложное было на устьевых участках и реки Лена, и реки Ущьяна, Анабаре, и Колыме. Поэтому в этом году мы в целом-то поработали на устьевых участках, провели подрыв для увеличения водопропускной способности на устьевой части реки Яна. Там мы видели, и где-то неделю об этом много было написано, много мы видели в телевизорах, село Устьянск, который был затоплен на уровне свай. Оставалось очень мало, и потом, опять-таки, после подрыва, и саморазрушения, и то, и другое помогло нормальному выходу всей части на Нижнеянске. В целом вот так. В целом все, слава Богу, в этом году более-менее. А вот как только заканчивается ледоход, начинается пожароопасный сезон, даже раньше, уже в мае начался, служба спасения обеспечивает работу зондировщиков. Расскажите о том, как работают зондировщики в этом году. Уже последние 5 лет республика уже так отдельным таким направлением у нас уже тушение лесных пожаров и ландшафтных пожаров. В прошлом году, конечно же, из запалов серьезные очаги термоточек в начале мая были уже в Верхоянском районе. А в этом году уже после принятых мер, после многих профилактических работ стало более-менее, поэтому в этом году в целом равномерно, в республиках такие точки были, но более спокойно. Вот сегодня, значит, по сравнению с прошлым годом намного меньше пожаров.
сегодня вот действующих на сегодня 4 пожара, и они расположены один в Татинском лесничестве, один крупный, более 2200 гектаров, это в Битимском лесничестве, ну и в Нюринге и Алдане. И как раз сегодня 5-й полет зондировщика Ан-26 полярных авиалиний, он вылетел, вот как раз сейчас уже подходит в районе Охотского перевоза на реке Алдан. Вот как раз на этот пожар в Татинском лесничестве. Ну, там идет такой небольшой фронт, ресурсы есть, и поэтому ну, наши специалисты вместе с специалистами Центральной Айргылыцкой обсерватории должны будут там работать. Ну, итог мы завтра получим от метеостанции, расположенной в Охотском перевозе. Вот такие точные работы мы проводим, и в этом году всего мы сделали 5 вылетов, потому что июнь месяц, да, в целом во всех районах дожди были, они идут достаточно крупные кратковременные дожди, поэтому с учетом заявок Министерства экологии по части это снижение класса пожароопасности и на повышение травостоя от Министерства сельского хозяйства мы это делаем, и ну, не очень много, не часто и много, потому что мы смотрим, где могут быть ну, не очень неблагоприятные условия, это и по дороге, и по затоплению участков и так далее. Поэтому смотрим, и если даже будем продолжать во второй половине, ну, об этом последней декаде июня месяца и в июле, то будем работать точечно, с учетом всех этих условий. Ну, а вообще лето – это всегда очень напряженный сезон для службы спасения. Да? Расскажите немного о поисково-спасательных работах. Какие вот работы сейчас ведутся, возможно, профилактические? Профилактическая работа у нас постоянно идет, и во время паводка с учетом опасности, ну, как раз транспортной опасности, условий, мы постоянно ведем. Но вот завтра, 22 июня, начинается всероссийская акция «Вода безопасной территории». Мы активно будем работать, и наши отряды вместе работниками Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, другими надзорными органами по обеспечению безопасности на водных объектах. К сожалению, на сегодня, вот май, июнь месяц, вот июнь еще не завершился, у нас 11 утонувших. Это которые прошли официальное донесение через службу спасения. Вот сегодня у нас на контроле 2 участка, это на реке Амга-Селих-Акаях, утонувший. Мы там работали, как положено по регламенту, но в связи с тем, что вода высокая, мы пока отложили и ждем снижения уровня воды на этом участке. Кроме того, два гражданина в Верхнеколымском Лусе, вот позавчера тоже перевернулась лодка, и, к сожалению, один вышел, да, 2 утонули. Ну, вот сейчас силами местных и МВД ведется работа, но мы уже донесение получили и будем по ходу дела реагировать от нашего среднеколымского отряда. Поэтому ну, такие трагические случаи происходят и как раз вот во время охоты и рыбалки, и во время паводка. Вот. Получается, вот такие случаи случаются в основном как раз-таки в этом сезоне. Да? Какие вот еще случаи характерны именно для сезона вот, июнь? Ну, с начала года в службе спасения всего поступило 242 вызовов, донесений, по которым мы, значит, среагировали, и уже пострадавших по этим донесениям стало 256. Поэтому мы по сравнению аналогичным периодом также идем так, как в прошлом году. Вот. Но у нас, вот видите, все прогнозируют о том, что лето будет, видимо, дикоросы, так далее, грибы, видимо, потому что уже дожди идут нормально, пока таких сильных заморозков не было, ну, исключением 2 дней, и, наверное, вот в эти дни, сказали, будет близкой группе лусов. Конечно же, люди начинают выходить на сбор дикоросов, ягод,
И начинается туристическая, значит, кампания. Уже люди... Сегодня у нас 3 тургруппы, порядка 35 человек. Было вот неделю у нас 65 человек. Бодно-пещие. И, конечно же, там происходят какие-то нестандартные вот такие случаи. И уже начинается реагирование. Поэтому, конечно же, вот жители республики перед тем, и идти даже на сбор дикорастущих вот, ягод и так далее, на туристические походы, должны как-то очень предусмотрительно относиться вот к таким случаям. Да, действительно, туристическая сфера в последнее время очень развивается. Да. Но вот помимо туристической сферы, вот у нас в последнее время тоже очень много стало заблудившихся, когда во время грибников. Помните, вот в прошлом году, тоже был такой ажиотаж? Мы недавно получили, опять-таки, возобновление вот таких. Бабушка ушла из дома, заблудившаяся. Вот. Пожилые люди теряются, и поэтому приходится нам реагировать. И, конечно же, во время вот сбора дикоросов тоже много таких случаев. Вот. Будем реагировать по мере поступления таких вызовов, донесений в целом. Получается, вот такие случаи, особенно по осени случаются, вот чаще всего это как гриборосы, грибники. Давайте вот расскажем нашим зрителям, вот что вы посоветуете, как нужно действовать и вообще как проходит поиск таких людей? Во-первых, после получения донесений или поступления вызовов мы управление поисково-спасательного реагирования, наши специалисты, руководители начинаем, проводим совещания, планируем, как реагировать. Во-первых, мы должны мгновенно реагировать. Или там вертолетом, или там автотранспортом, или на лодках, или другим способом. После этого в это время идет сбор всех данных от руководства районов и, конечно же, от единой дежурно-диспетчерских служб. Мы активно с ними контактируем, обязательно выходим к главам района, главам наследов, и после этого принимаем решение. И начинаем реагировать. Это по регламенту. По регламенту, значит, если поисково-спасательная работа, это поисковая работа, это 10 дней. Мы должны отработать. После этого, если каких-то дополнительных зацепок нету, тогда мы можем его пока остановить. Когда уже изыскиваются или как-то появляются другие следы, мы опять можем возобновить. Вот так ведется работа. А так, в целом, конечно, перед тем идти на такие маршруты или на сбор дикоросов, или на какие-то поездки, в любом случае, дальние поездки, люди должны все-таки готовиться к чрезвычайной ситуации. Или там дорога плохая будет, палатку свою взяли на машине, или там питание дополнительное, телефоны всегда должны быть заряженные. Если там едете, где нет телефонной связи, или там очень долго, тогда аккумулятор обязательно нужно с собой взять. Надо взять в лесу знающих людей. Вот. Что ж, Иннокентий Михайлович, спасибо вам большое за советы, за информацию актуальную, и что пришли и ответили на наши вопросы. Благодарю. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.